День, который приближали как могли. Главное республиканское памятное мероприятие, посвященное Великой Победе, по традиции проходит на мемориале памяти и славы в Назрани. Представители исполнительной власти, военные, общественность и простые граждане собрались, чтобы отдать дань уважения всем, кто приближал триумф советского народа в Великой Отечественной войне. Годы Великой Отечественной войны, когда лучшие сыны и дочери нашей многонациональной, неделимой, великой страны разгромили полчища фашистов, спасли мир от огромных страданий и потерь. Тысячи жителей Ингушетии ушли тогда на фронт по зову сердца, добровольцами, понимая свой долг и следуя чувству любви к своей родине, России. Сегодня мы гордимся каждым из них, передавая эту память нашей молодежи. Их подвиг во все времена будет фундаментом наших нравственных сил. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которой бы не опалила Великая Отечественная война. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей. И наш долг – хранить память о тех, кто сокрушал нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас не повторился. Живые цветы памяти, дань нашего безграничного признания и глубокого уважения ратному пути, самоотверженному служению родной стране, которым отличились наши воины, солдаты и офицеры. В Ингушетии улицы, школы, многие объекты носят имена защитников нашей Родины. О них написаны книги, сняты документальные фильмы, написано 1000 страниц. А подвиг, совершенный ими, бессмертен, и он сохраняется в нашем сердце. В этом строю есть все, кроме ветеранов, которые ковали победу на фронтах Великой Отечественной. Благодарность им в стихах высказали юноармейцы. Сегодня мало вас осталось, по пальцам можно сосчитать, но что на долю вам досталось, умом немыслимо объять. Нам не понять, какой ценою достался вам победы день, как кровь солдат текла рекою, когда вокруг свела сирень. Весна все к жизни пробуждала, но гибли 1000 парней. Им пуля очи закрывала, стояли стоны матерей. Глава Ингушетии вместе с участниками мероприятия в память о всех погибших возложили цветы у вечного огня. От Малгобека до Бреста, от Сталинграда до Ленинграда и Москвы. Уроженцы Ингушетии принимали участие во всех важных сражениях Великой Отечественной на земле и в воздухе. Самым известным землякам-участникам войны была посвящена выставка, которая открылась здесь под открытым небом. Шервани Костоев, Рашидбек Ахриев, Ахмед Мальсагов, Мурат Аздоев, последний защитник Бреста Умадгирей Барханоев. Это лишь малая часть представителей Ингушетии, которые покрыли свое имя неиссякаемой славой. Коротко, 10 таких тематик мы выбрали, и основное, просто все туда, конечно, не вложишься, очень много разных героев было, однако мы наиболее таких известных здесь расположили. Здесь у нас те, кто в Великую Отечественную войну проявил героизм, но не получил когда-то награду уже в Российской Федерации, им дали Героя России, там, Мальсагов, Костоев, Аздоев, Мурат, неизвестные. Есть те, которые были представлены, вот на них документы найдены, например, Картоев Жабраил, он был представлен, но так и не дали ему эту награду. Вот Куриев Жабраил тоже был представлен, но награда не дана была. Есть полные кавалеры ордена Славы, такой орден тоже был в то время, вот 3 степени у него было. Ингиноев Дуда, Табаев Георгий со Слепцовской, но, к сожалению, фотографию не нашли мы его. История имеет привычку повторяться, и сегодня, спустя почти 80 лет, российский народ вновь борется с нацизмом, но уже на Украине, отметил руководитель региона. В числе защитников рубежей страны и представителей нашей республики. Сотни солдат и офицеров из Ингушетии находятся в зоне СВО. Сегодня я хочу в этот день сказать, чтобы те войны, которые у нас сегодня продолжают дело наших дедов, прадедов, чтобы они живы-здоровы вернулись, выполнили свою задачу, искоренили этот нацизм, фашизм, потому что то зверство, даже которое не творят, иногда просачиваясь на нашу территорию, даже это заслуживает их наказания.
хочу сказать тем военнослужащим всем сегодня, которые находятся, другие службы, и Росгвардия, и МВД, чтобы они понимали, что ждут их дети, их жены, мамы ждут их, отцы их ждут. И я сегодня думаю, мы только можем желать, чем можем помогать, а самое главное, наша помощь, раз они на передовой, то мы на работе должны ее выполнять, и это наш вклад в нашу победу очередную, и мы победим обязательно. Пограничники и росгвардейцы, мотострелковые и танковые войска, артиллерия, ПВО и сухопутные войска. В СВО принимают участие десятки тысяч солдат и офицеров. Как и тогда, они охраняют покой страны. Мы победили в самой страшной войне в истории человечества. И сейчас вот мы, как 80 лет назад наши деды, да, сражаемся с нацизмом, с фашизмом. И очень важно, что сегодня вот молодые ребята прочитали стихи. Да, это говорит о том, что преемственность поколений не нарушена. Самое главное, чтобы вот молодые поколения были достойными продолжателями всех славных традиций своих прадедов и дедов. Потому что мы являемся потомками поколения победителей. Это должно быть всегда у нас в крови, в памяти. Победа будет за нами. С Днем Победы! 9 мая – самый светлый праздник, который есть в нашей стране. 78 лет назад мы одержали уже победу над фашистской Германией, но, к сожалению, сегодня опять есть отголоски того времени. В этот светлый день я хочу пожелать ветеранам здоровья, чтобы как можно дольше они были рядом с нами. Ну а тем ребятам, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции, скорейшей победы и возвращения домой живыми. 9 мая – праздник, объединяющий всех, кто дорожит своей историей. Этот день значим для всех, кто гордится героями прошлых лет. Очевидцев страшных фронтовых дней с каждым годом все меньше, но бессмертными остаются их подвиги, которыми гордятся их потомки. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.